феврале 22 года Сулстан Заболотский, как и тысячи людей по всей стране, слушал обращение президента России, в котором он сообщил о начале специальной военной операции. Тогда Сулстан даже не мог представить, что спустя буквально пару месяцев СВО коснется и его. Нет, вообще не думал. У меня был мой лучший друг, он единственный военный, кто у меня есть, да, был. Вот. И всегда, когда он в Чечне был, мы за него переживали. О, там Андрей, что ты где там, всякие смешные моменты. Он воевал, принимал участие во второй чеченской кампании. Мы со школы друг друга знали. Вот. И как бы... Да я так и знал, что мой друг по-любому будет принимать в этом участие. А мы раньше работали вместе оперативники в наркоконтроле. Поэтому как-то он такой боевой офицер. Офицер, он заканчивал ДВОКу. Училище в Благовещенске. Вот, и я думал по-любому, на пенсии думал по-любому, то, что он либо добровольцем пойдет, либо примет как-то непосредственное участие в этом специальной военной операции. Вот. Потом, когда уже началась мобилизация, он заключил контракт, уехал, поэтому это единственный такой случай был, когда непосредственно СВО коснулось меня, моих близких как-то. Это в тот момент, по крайней мере. Вот. А так, я человек не военный, поэтому не заканчивал никакое военное училище, ничего. Только единственное, что я служил в органах наркоконтроля. Это связано с правоохранительными органами, с оружием. Да. С первых дней начала СВО во всех регионах страны был взят общий курс. Все для фронта, все для победы. На освобожденной территории потянулись гуманитарные караваны, которые везли все необходимое для налаживания мирной жизни и помощи тем, кто сейчас с оружием в руках отстаивает свою свободу. В первую группу из Якутии включили и Сулустана. В общем, это был апрель 2022 года. Конечно, я тогда переживал за наших ребят. И Андрей Сандомирович сформировал группу, которая непосредственно окажет гуманитарную помощь людям на Донбассе. Туда вошли мы, получается, были журналисты и ребята, которые решили поехать и помочь, в общем, людям, гражданским людям на Донбассе. Получается, мы на 2 машинах доехали до Донецка. Там, получается, погрузили в грузовой КАМАЗ и поехали в Волноваху. В общем, Волноваха там была тогда сильно очень разрушена. Там не было ни электричества, ни воды, ни сотовой. Вообще ничего там не было. И люди там жили, выживались как-то. Сильно. Там, получается, оборонялись противник в лице Азова, насколько я помню. И они отступали. Отступали под натиском наших войск в Мариуполь. Они отступили в Мариуполь, и начались бои в Мариуполе непосредственно. А в Волновахе там, получается, только-только восстанавливались. Мы привезли гуманитарку. Там, кстати, в Волновахе мы нашли наших земляков. Это бабушка и дедушка из Махсагалоха и из Табаги. Поэтому они были жестко рады нас увидеть, там, фотографии показывали. И они рассказали гражданское население про ужасы, которые при отступлении, украинская сторона делала, они как немцы себя повели, там, оборонялись возле больницы. Все, не все, РСЗО свои стреляли непосредственно из двора больницы, получается. Потом они туда заходили, все расстреливали, там вообще очень много негативного такого услышал. Это был первый случай, когда я как-то, меня лично коснулась война, я увидел глаза людей, которых просили о помощи, благодарили. Жители Донбасса были приятно удивлены, что к ним с помощью приехали из Якутии. Многие и не знали, где находится наша республика. Для них было важно, что русских людей на бывших украинских территориях поддерживают такие же русские люди. Все русские, короче. Мы как-то не делят они, не делили нас то, что мы с Якутией. Они даже не знают, где Якутия находится. Потом, конечно, начали узнавать, все, жестко благодарили нас. Для них, мы все русские. Поэтому русские пришли, нам помогли и тому подобное. Было приятно это слышать. Это была первая волонтерская миссия, получается. Мы там передали госучреждениям, там больницы тоже медикаменты передали.
А продукты, получается, администрация, они распределяли по гражданским. И тоже военным тоже передали некоторые ТМЦ. Военные были из Янакиева. Ну, они, получается, тоже вот работали по направлению в Волноваха, Мариуполь. Поэтому тоже вот торжественно тоже им передали. Тоже жестко были благодарны. Ну, тогда вот народ Донбасса увидел то, что Россия огромная, единая, очень много народностей, все дружные, и все в одном кулаке прямо идем вперед. Весной 22 года начались работы по восстановлению городов Донбасса, пострадавших в результате военной деятельности вооруженных сил Украины. За каждым регионом был закреплен подшефный город. Для Якутии таким стал Кировское. Вот, получается, потом с мая 22 года меня тоже включили в группу по восстановлению Донбасса в городе Кировское. Я там был до осени. Мы оказывали содействие Донецкой Народной Республике. Тогда это было отдельное непризнанное государство. Тогда еще не входило в состав Российской Федерации. Вот. Мы там, получается, около 40 объектов восстановили. Это больницы, школы, детские сады, гражданские объекты. Протянули воду. Там вообще проблема с водой. Там нету ни рек, ни озер. Поэтому есть озера, они называются ставок. Ставки — это водоем, и, я так понял, из-под шахт, в общем. Когда, где шахта, там обязательно есть водоем, в общем. Вот. И тоже протягивали им воду. Вот наши ГУП ЖКХ, вот они вот тоже над этим очень сильно работали. Ну, вообще, вот наше правительство, вот, Республики Саха-Якутия, оказывали огромное содействие своими специалистами вот, в ремонтных работах. Поэтому я не сомневался, что на каком уровне мы сделаем им там ремонт, грубо говоря, да. Я думал, по-любому мы справимся. И, в принципе, я считаю, мы так и сделали, так и справились. Тоже жители Кировского были очень рады. В 2014 году я тоже смотрел кадры, да, 2014 года, где украинская сторона, получается, подвезла артиллерию и начали обстреливать. Прям сильно их обстреляли. Были, к сожалению, погибшие. Больницу, там, администрацию. Прям, В общем, храм тоже, по храму прилетело. И, кстати, да, там был такой случай во время служения. Вот, во время служения они открыли огонь по храму, и там тоже погибли люди, которые пришли молиться. Вот такие бесчеловечные вообще. Именно подгадали такое время, когда люди соберутся там. Вот. И получается, республика Саха-Якутия оказала огромную поддержку вообще в восстановлении Кировского. И финансово, получается, затраты, и ремонтно-восстановительными работами. Поэтому я еще там не был, вот после ремонта, получается, когда уехал. Поэтому хочется тоже туда прийти, посмотреть. Они все Якутию знают, где находится, очень уважительно о нас всем рассказывают. Тоже своим знакомым там. Потому что в Кировском, получается, там очень много соседних городов, Шахтерск, там, Углегорск, там, Ждановка и тому подобное. И слухи быстро распространяются. Вот якуты пришли в Кировское, они его будут восстанавливать. Поэтому я считаю, что наша республика справилась с этой задачей и справилась на 5 с плюсом вообще. Командировка в Кировское закончилась, и Султан вернулся в Якутск. Незадолго до этого в России была объявлена частичная мобилизация. Очень много жителей нашей республики ушли на фронт, и глава Якутии поставил задачу – помогать всем якутянам, призванным на специальную военную операцию. Получается, после того, как я вернулся в Якутию, домой, через месяц буквально была поставлена задача. Там, получается, в сентябре у нас прошла мобилизация. Вот. У нас тоже такого никогда не было. Никто не знает, куда, что там. Но с нашей Якутии было призвано очень много военнослужащих ребят. Вот. Они были распределены по военным частям, и потом убыли на специальную, на ЛБС, то есть на территорию СВО, в общем. Вот. Приходили много заявок, запросов, не хватает таких-то вещей, не хватает таких-то вещей. Вот. И Арсений Сергеевич, наш глава, принял мудрое решение, чтобы оказать именно военным, непосредственно военнослужащим из Республики Саха-Якутия,
оказать гуманитарную помощь там, кто, ну, по необходимости. Что нужно, то и будем передавать. Вот наш регион был одним из первых, кто это сделал. Вот. Я был включен в группу и убыл, получается, в ДНР, Донецкую Народную Республику, в один из населенных пунктов. Мы там обосновали, получается, складское хранилище, ну, складское помещение. Связались с местной администрацией, там были налажены контакты. Вот, в принципе, нам тоже оказывали содействие в помощи ну, в территории, чтобы мы спокойно могли там вещи доставлять и тому подобное. Вот, и республика огромными, вообще прям огромными эшелонами, там, тоннами начали направлять гуманитарку непосредственно для наших военных. А это же не военные части, это же позиции, поэтому тоже неизвестно, кто, где находится, какие войска, какая часть, где ребята расположены. Там, это тоже секретная информация, поэтому сложно было спросить, где кто находится там, на позициях, или там, где ПВД у них находится, тоже сложно. Вот. И поэтому, и главное, ни у кого не спросить. Там, невозможно там, в Якутию позвонить, а где находится, допустим, Васильев или Петров, он находится там-то, там-то. Там мы сами все это организовывали, сами налаживали контакты. Вот. И потом в ходе вот таких вот мероприятий, когда мы довозили уже гуманитарку, мы начали сами спрашивать у ребят, где такой-то полк, где такая-то дивизия, где они находятся. Там-то, там-то, они находятся там-то, там-то. Работа волонтеров на СВО связана с постоянным риском. Несмотря на то, что действовали они в тылу, шанс попасть на диверсантов, провокаторов или мародеров был очень велик. Мы как гражданские, волонтеры гражданские, да. И поэтому там действует комендантский час, что тоже осложняется границами времени. Ну и вообще там небезопасно, да, так мягко говоря. Там и что свои могут открыть огонь, да, если будешь в неположенном месте ходить, там, что и противник тоже. Там, в те моменты, я помню, было очень много групп ДРГ у противника. Там или там, то здесь, то там, в общем, там были разосланы объявления, там, осторожнее, там, так-то, так-то, противник орудует. Были тоже волонтеров некоторых, к сожалению, когда узнают то, что у волонтеров там есть ТМЦ, на 1 000 000 рублей, грубо говоря, да, они то, что везут там ночники, там, дроны, неприятель, либо плохие люди, в общем, узнают об этом и там уничтожали, убивали волонтеров, вообще забирали них. Несколько таких случаев, к сожалению, были, поэтому мы тоже были на чеку. Нас тоже много предупреждали об этом. Вот. А нас еще тогда было нас очень мало было. Вот. Я работал непосредственно в паре с Владимиром Укоевым. Он в данное время сейчас является вашим коллегой. Он военный корреспондент. Вот. И мы вместе по всему фронту ездили и передавали гуманитарку нашим ребятам. Это было очень... Ребята, чтобы вы понимали, это тоже не военные люди. Там, мобилизация как бы всех... ребят собрала, получается. И они тоже очень были рады нас увидеть. Приветствую, там, вообще обнимались. Там даже вот якутскую рыбу, если привезешь, они вообще, жестко рады вообще. И непосредственно было организовано несколько групп таких, которые непосредственно работали в разных направлениях, что со стороны Крыма, в Херсонской области, в Запорожье и Донецкой Народной Республики, и в ЛНР тоже. Там были опорные пункты развернуты, и ребята уже по маршрутам уже ездили, тоже передавали гуманитарку. Вот. Непосредственно я вернулся в марте 23-го года. Вот. И в данное время республика до сих пор оказывает поддержку нашим военнослужащим. И гуманитарка сейчас также доставляется непосредственно до наших ребят. Сейчас уже передаются непосредственно... мы же поняли, да, что нужно, что не нужно. Поэтому после таких анализов уже передаются и «Сокола». Очень много «Соколов» вездеходов было передано. Там одеяла антитепловизионные, дроны и тому подобное. Именно проработав волонтером, Сулстан понял, что теперь большая часть его жизни будет связана с СВО.
Вернувшись домой, он стал инициатором многих акций, направленных на поддержку и помощь военнослужащим. Одной из них стала акция «Сдай ружье на СВО». Мы же все охотники, поэтому я то здесь, вот там слышал то, что вот у меня ружье лежит просто в сейфе, да, и как бы бесхозное, думаю, что делать. И у меня вот практически все мои друзья, у которых есть оружие, да, ну, охотничье оружие, ну, друзья-охотники, они все практически сдали ружье на СВО. Эта акция была проведена в 23-м году летом. Тоже осложняется тем, что, ну, осложняется вообще способом передачи. Потому что нельзя было просто так сдать в Росгвардию и потом передать войска. Поэтому из Хабаровска приехали специальные военные для этой акции, которые принимали, ну, ставили на баланс, получается, гражданские ружья. Вот Росгвардия оказала тоже огромную поддержку. Они тоже оформляли, непосредственно тоже помещением тоже помогли. Вот. Насколько я знаю, вот сейчас наши ребята тоже сами, которые приезжают, они сами в качестве военнослужащих и тоже сами собирают эти ружья. Ружья дробовые на СВО нужны для непосредственного уничтожения дронов противника. Из нарезного калибра 5,45 из автомата Калашникова, конечно, ну, сложно сбить дрон, он маленький, как бы он, но дробовое ружье из дроби его сбить гораздо легче. Но его сбить, конечно, легче, я не говорю, что там со 100 метров, там дробовое оружие стреляет на 50-70 метров максимум. Поэтому для многих, да, это это уже единственный вариант, чтобы выжить. Если ты увидел дрон на 30 метрах, то это, ну, ничем хорошим-то не закончится, конечно. Поэтому они вообще как жизненно необходимы, вот эти вот дробовые оружия. Ну, в лоб-лопасть, если попала дробина, там уже дроном уже сложнее, он не такой маневренный становится. Но есть такие дроны определенные, которые, ну, уже побольше будут, которые дробовиком не собьешь. Там уже нужно реально там принимать, ну, со снайперской винтовки можно сбить, там, ну, если на определенном расстоянии. Вот, поэтому для пацанов, которые там находятся, дробовые ружья жизненно необходимы вообще. Там. Не у всех есть рыба, к сожалению, не у всех есть антитепловизионное одеяло, но у многих есть ружья, которые могут стать единственным спасением перед дроном. Вот. А по поводу акции, да, вот, мы собрали около 107 ружей. Поэтому, и, к сожалению, у нас было очень короткое время, неделя буквально. Во время волонтерской работы и работы в республике Сулстан внес огромный личный вклад в дело приближения победы. Однако весной 2024 года многие удивились, что после всего проделанного он подписал контракт и вновь отправился в зону боевых действий, теперь уже в качестве военнослужащего. Если честно, я так и знал, что по-любому, наверное, я в качестве военнослужащего поеду и, ну, и буду принимать участие как военный. Но последней каплей стало вот, когда погиб мой друг, Андрюха. 7 апреля 2024 года, получается. Наступил на мину, ну и, к сожалению, так получилось, что он не выжил. Вот. Еще с одним моим другом мы решили, что если Андрюха погибнет, то пойдем за него отомстим. И потом мне Толян, он сейчас, кстати, до сих пор сейчас служит, мы вместе, ну, сейчас расскажу, он мне показывает переписку, там, где мы говорим, вот, давай, если Андрюха погибнет, то пойдем за него мстить. Давай, конечно. А это было в 22-м году, что ли, или когда там было. Вот, и получается, он погиб. Я такой ждал момента только, когда вот надо поехать. Ну, я уже и так собирался, но предупредил я своих родных, ну, в последний момент. Родители, конечно, были против. Но я сказал, что меня не уговаривайте, потому что не получится. Говорю. Я принял решение, поэтому поеду. Вот. А я неплохо разбираюсь в технике, ну, в электронной технике, поэтому собрал нескольких ребят, предложил, ну и в итоге заключил контракт и попал в расчет БПЛА. Его расчет распределили на службу в одном из приграничных районов. В то время как раз в разгаре была война дронов. Сотни беспилотников и с одной и с другой стороны ежедневно поднимались в небо.
работал в расчете БПЛА на одном из приграничий нашего государства. Да, тоже для меня это было все впервые. Так, ну, это же, конечно, уже не работа волонтером, это же все по-другому. И уже на ситуацию вообще смотришь вообще по-другому. Вообще все по-другому вообще. Сказать прозрел, это, мягко говоря, ничего не сказать вообще. Вот. Работали, получается, мы в зимний период. Контракт заключил я в ноябре. На полгода, получается. И, слава богу, вот через полгода приехал. Все нормально. Были, конечно, случаи опасные. Были случаи, когда надо было принимать решение очень быстро. Вот. Поэтому расчет еще сам, где я служил, сами парни, все хорошие, все боевые ребята, а главное смелые. Поэтому вот, в добровольцах просто нет людей, которые сомневаются и тому подобное. Вот. Некоторые продлили контракт свой, до сих пор там служат. Некоторые, как я, демобилизовались. Вот. Поэтому мой друг сейчас находится там, позывной «Егерь». Тоже мы все за него очень сильно переживаем, поэтому, братан, обязательно возвращайся, мы тебя ждем. Обязательно. В подразделении, где служил Сулустан, были не только парни из Якутии и других регионов Дальнего Востока, но и представители центральных и западных районов. Хотелось бы еще сказать про западные регионы нашей страны. Слухи такие ходят, да, либо говорят, то, что вот там москвичи там не воюют, там воюют регионы. Но я служил с москвичами, там у нас в расчете были ребята с Москвы и Подмосковья, и из Запада, и из Костромы, поэтому хочется сказать, что это очень смелые парни, и не было никакого у нас разделения по региональному признаку, по национальному признаку. Все мы единым кулаком работали, выполняли боевые задачи, поэтому хочется выразить пацанам благодарность. Никто не стушевался, никто там заднюю не включал. Хотя можно было, по идее, включить заднюю. Нет, не пойду, и все. Но нет, мы хорошо поработали, результативно. Главное, принесли пользу нашей армии. Сравнивая рассказы военных, которые он слышал во время волонтерской миссии, со своими ощущениями, Сулустан убедился, что за 2 года военных действий ситуация на фронте приняла совсем другой характер. Все реже случаются стрелковые бои, и все чаще бал на фронте правят дроны. Вот сейчас, как я сам убедился, сейчас война технологичная. Сейчас не то, что в технику, для сброса десанта, конечно, техника используется, но она задействуется минимально вообще. У нас были коробочки, которые мы тоже не задействовали, танки, которые мы тоже не задействовали. Они отстреляются и сразу откатываются, чтобы дроны не засекли. Ну, а, честно сказать, противника дронов очень много. Там миллионы или сколько, я не могу сказать, в общем. И тем более у них дроны разного характера. Что разведывательные, что ударные, что самолетного типа, что мультироторного типа. Поэтому дроны, да, вот с 23-го года, по крайней мере, у противника они развились на очень высоком уровне. Ну и, конечно, и поддержку оказывают западные государства, которые тоже поставляют эти дроны. Вот. Но хочу сказать, в свою очередь, то, что Российская Федерация сейчас тоже налаживает непосредственно ударные БПЛА, разведывательные БПЛА. Чего стоит наша герани? Только за одну ночь мы можем запускать около 500-800 штук, чтобы кошмарить противника. Вот. Но раньше такого не было. Раньше дроны были только разведчики и все такое. Война технологичная. Противника видишь только в монитор ноутбука, либо в пульт. Поэтому, как вот вам правильно говорят, раньше стрелкотня была, сейчас война дронов. Контракт с вооруженными силами закончился. Живым и здоровым Сулустан вернулся домой. И тогда с такими же, как он, ветеранами решил создать организацию, которая бы объединила всех участников специальной военной операции. И могла бы оказывать помощь как самим ветеранам, так и членам семей военнослужащих. Решено создать именно ассоциацию, которая присутствует по всей стране, во всех наших регионах.
Вот, и Якутия стала одним из этих регионов, где ассоциация ветеранов СВО была создана. Получается, у нас был сбор ассоциации в городе Биробиджан, вот, сбор ветеранов СВО по Дальнему Востоку. Вот. Там были, конечно, обменялись мы опытом, но, как все наши коллеги, они все, имеется в виду ассоциации из других регионов, они все знают то, что Якутия оказывает огромную гуманитарную помощь, юридическую содействие нашим военнослужащим, поэтому нам как-то в этом плане легко. Вот в некоторых регионах это только-только начинает организовываться. Ну, в смысле, не только-только, только начинает, в общем, создавать такие организации, чтобы оказывать гуманитарную помощь, либо еще какую-то помощь нашим военным. Вот. Ассоциация ветеранов СВО нужна именно для наших военнослужащих и их семьям. Для того, чтобы помогать нашим ребятам и непосредственно здесь, в тылу, и, конечно, там, в зоне проведения специальной военной операции. В данное время мы собираемся с нашими ребятами тоже. Если появляются какие-то вопросы, пытаемся их в рабочем порядке оперативно решать. Но сразу скажу то, что есть, конечно, не то что невыполнимые, но сложно выполнимые задачи там, касаемо, допустим, найти человека, без вести пропал, и там как бы сложно именно помочь родственникам у человека, успокоить их, там, показать им, как им правильно надо заполнить те или иные документы, куда надо сделать запросы и тому подобное. У нас в Илтумене комитет под руководством Александра Григорьевича Подголова занимается такими вопросами. Тоже они проделывают огромную работу. И это одна из самых проблем, которые... Вот знаешь, да, что человек пропал без вести, и ты не можешь ничего сделать. Нельзя вот так пойти искать его и тому подобное. И поэтому работаете только документально и через связи, имеется в виду связи с военнослужащими, с его сослуживцами. Вот, поэтому вопросов для ассоциации очень много. Даже начиная от гуманитарки, заканчивая такими сложно реализуемыми документальными такими задачами. Вот, поэтому в нашей ассоциации сейчас в данное время состоят почти все герои Российской Федерации, которые непосредственно здесь находятся, в Якутии. Вот, поэтому все ребята с разных подразделений. Здесь и от добровольцев идут, от контрактников, от мобилизованных ребят тоже. У нас мобилизованные ребята, которые комиссионные, тоже состоят в нашей ассоциации. Поэтому контингент у нас тоже разный, включая тоже и ЧВК, и военнослужащих вообще. Поэтому мы хотели создать, именно ребят собрать именно не только, допустим, только с одного подразделения, а непосредственно со всех, в общем. Вот. Ребята, никто тоже, если есть какой-то вопрос, то ребята, которые состоят в ассоциации, то все дружно помогают, кого-то найти, что-то сделать, какая-то помощь нужна и тому подобное. Вот, поэтому задач перед ассоциацией стоит очень много, непосредственно помощь нашим военнослужащим. И скоро война закончится нашей победой. И надо будет тоже всех ребят, которые приедут, тоже надо будет объединять и решать те или иные вопросы. Также глава Якутии назначил Сулустана руководителем созданного в республике молодежного центра «Патриот», который под одной крышей соберет молодежь с разными увлечениями и интересами. Приехал Арсений Сергеевич, назначил на эту должность, директор молодежного центра «Патриот». Он включает в себя, вообще он состоит из 3000 квадратных метров. Там будет находиться у нас роллер-дром, непосредственно спортивные локации, как тренажерка. Также мы сделали помещение для нашей творческой молодежи, тоже закупили холсты. Там будут у нас люди, наши ребята, которые любят рисовать художники. Непосредственно для них это будет очень хорошая точка. И, конечно, молодежный центр, он представляет из себя
такой центр притяжения молодежи. Вот именно вот мы хотим, чтобы он таким и стал. Поэтому до Нового года мы сделаем обязательное открытие этого молодежного центра. И я думаю, там уже будет легче уже оперировать, где находятся патриоты и тому подобное. Сейчас мы в данное время находимся в одном из подведов Министерства молодежи тоже. Ну, там, получается, размещаемся в офисных помещениях. Вот мы тоже сами с нетерпением ждем, когда откроется молодежный центр «Патриот», и мы туда уже переедем. Общее, конечно, да. Ну, все равно, конечно, у нас, мы по патриотизму, у нас есть целое направление, даже отдел патриотического воспитания. Вот, в принципе, мы этим и будем заниматься. Мы будем работать с нашей молодежью, а с нашей молодежью работать надо. Ну и в том числе, конечно, будем охватывать такое направление, как подготовка, патриотизм и тому подобное. В данное время вот, и мои сослуживцы, и ребята, которые приехали, они сами изъявили желание и тоже вот, ходят по образовательным учреждениям, тоже проводят уроки мужества, сборка автомата и тому подобное. Поэтому хотелось бы, чтобы непосредственно такие мероприятия были вот у нас в молодежном центре тоже. Назначение на новую должность не удивило ни самого Салустана, ни его окружения. Практически вся его деятельность всегда так или иначе была связана с подрастающим поколением. Я уже с 2001 года общаюсь с молодежью, еще со времен КВН давно. Поэтому от молодежи я никогда и не отдарялся. Всегда общаемся с ребятами там, с разных сфер. Вот я это хотел сказать. Каждое поколение старшее говорит, вот в наше время. Вот. Нам уже по 40 лет, да? Мы уже, оказывается, не молодежь, но молодежь, как я уже хотел бы донести, то, что все разбираются в цифровой технике, все разбираются в каких-то своих программах и тому подобное. И молодежь у нас очень разная. Но, к сожалению, по тому анализу, который проводит Министерство молодежи, мы знаем то, что молодежь у нас уходит из деревень, из районов, поэтому все переезжают в город, там большие населенные пункты. Вот. А в районах все равно молодежь нужна. Поэтому у нас проходят такие, есть такие программы, как и с Министерства здравоохранения, с Министерства образования тоже, чтобы молодежь непосредственно искали работу непосредственно в районах, в сельских поселениях. Поэтому надеемся, что такая тенденция скоро остановится, и все-таки наша молодежь будет развиваться и в городах, и в деревнях, и в районах нашей республики. Помимо всего прочего, одна из задач руководителя молодежного центра – это формирование у подрастающего поколения правильных взглядов на происходящее в России и в мире. А как у ветерана СВО, еще и задача доступно и объективно донести до молодых людей, почему наша страна начала специальную военную операцию. Если бы не мы, тогда бы противник, украинская сторона бы вместе со своими западными партнерами организовали бы огромный военный конфликт уже на нашей территории. Я общался и в качестве волонтера, и в качестве военнослужащего. Там никто не сомневается, что противник должен был напасть непосредственно в марте месяце, в марте 2022 года. Они подтянули резервы, подтянули военные части, свои самые передовые подразделения и должны были напасть на Донбасс. Дошли бы до границ Ростовской области, до границ вообще Российской Федерации, и уже началось бы полномасштабное вторжение уже непосредственно в нашу страну, где бы им оказывали бы европейские страны не только финансовую помощь, но и военную. Поэтому, к сожалению, ребята на СВО погибли. Это огромная цена. Вот. И я знаю, что это не просто так. Никогда мы их не забудем, наших ребят. Всегда будем память о них будет вечна. И противник упадет под нашими ногами и будет уничтожен. Как раньше было сказано, быть воином, жить вечно. За всех мы, ребят, обязательно отомстим.
и враг будет уничтожен.